Наука – важнейшая отрасль народного хозяйства любой страны. Статус ученого любого уровня внушает уважение. Многие годы российская наука стояла несколько обособлена от других отраслей. Ученые работали, открывали, доказывали, изобретали, а плодами их деятельности пользовались другие. Те, у кого были деньги на организацию производства. Перед самими же учеными вовсе не стояла задача внедрять достижения в жизнь. Патенты на изобретения годами пылились на полках. Общество, руководство страны предъявляет очень большие требования к Академии наук. Мы находимся в стадии реформирования. И действительно есть надежда, что, несмотря на то, что, казалось бы, это вызывает и дополнительные трудности у нас, есть надежда, что наука действительно может дать не только теоретические результаты, которые очень важны, но я надеюсь, что будут созданы условия для быстрейшего внедрения инновационных разработок в практику. Спасти ситуацию призваны венчурные инвестиции – важнейшая форма привлечения инновационных проектов. Российская венчурная компания ориентирована только на высокотехнологичные предприятия, которые приносят прибыль за короткое время. Один из фондов этой компании, посевной фонд, финансирует предприятия на самой ранней стадии. Есть проверенная в деле идея, у вас есть команда, которая готова его реализовать, и вы готовы привлечь хотя бы незначительную часть, но из частных средств. Это не минимальный набор, который необходим, чтобы подтвердить готовность команды реализовывать этот проект. После этого российская венчурная компания через свой фонд посевной готова предоставить до 25 миллионов рублей в уставной капитал создаваемого предприятия. Большие деньги – высокие риски. Обратиться в венчурную компанию со своей идеей предприятие может только через венчурных партнеров на местах. В Республике Коми такой организацией является Инновационный центр Института биологии. Главная задача учреждения – найти на территории Коми предприятия, которые отвечают требованиям и производят продукцию, основанную на научно-технических разработках или особо оригинальных идеях. Такой бизнес может получить деньги венчурной компании и за 3-4 года в несколько раз увеличить стоимость своего уставного капитала. Оригинальные запатентованные идеи бизнесу готов предоставить Коми научный центр. Десятки изобретений все еще не внедрены в производство. Уникальный препарат Адастен разработан совместно учеными Института биологии и Института физиологии Коми научного центра. Это так называемый адаптоген – биодобавка, способная повышать сопротивляемость организма к различным воздействиям, что особенно важно для северян. Ученым понадобилось 20 лет для того, чтобы найти подходящее сырье. За основу они взяли растения, которыми по наитию издревле лечились народы севера – женьшень, моралий корень, лимонник и другие. Затем исследовали свойства до ныне неиспользуемых трав. Так появился препарат серпистен. Он позитивно влияет на белковый обмен, повышает работоспособность человека. Самое важное то, что эти препараты можно принимать и спортсменам. Они не образуют запрещенного допинга в крови. В прошлом году разработкой наших ученых заинтересовался путешественник Федор Конюхов. Удивительно получить приглашение поучаствовать в экспедиции, очередной экспедиции Федора Конюхова с Северного полюса в Гренландию, но не в качестве участников, а в качестве ученых, которые предложили им средства повышения работоспособности и восстановления после тех больших нагрузок, которые испытывают люди в таких условиях. Мы откликнулись, и если сначала действительно это была просьба дать какой-то препарат, который бы дал им силы, то мы предложили штабу Федора Конюхова воспользоваться разработками не только, в частности, Института биологии по разработке средств повышения работоспособности, но и воспользоваться многолетними исследованиями, результатами этих исследований наших коллег Института физиологии, которые владеют знаниями об адаптации человека в высоких широтах. Ученым очень важно было получить субъективную оценку препаратов, личные ощущения человека в экстремальных условиях. Свое самочувствие ученый выразил в 2 словах – спокойствие и сила.
Мы очень рады, что у нас наша разработка, она востребована, во-первых, экстремал Федор Конюхов, который, так сказать, действительно в реально экстремальных условиях идет, но мы знаем, и мы очень довольны тем, что, во-первых, спортсмены в спорте высоких достижений применяют эту разработку, а также у нас некоторые промпредприятия тоже используют эти наши таблеточки для компенсации витаминного статуса работников особо вредных производств, которые присутствуют. Всего 4 жизненно важных препарата прошли необходимые исследования, полностью готовы к производству. Потенциальных потребителей – миллионы. Дело за малым – организовать производство. Сегодня в Институте химии Коми научного центра есть маленькая лаборатория органической химии и природных соединений. Здесь группа ученых занимается производными хлорофилла. Из школьной программы мы знаем, что хлорофилл – это зеленый пигмент, который образуется в процессе фотосинтеза. В нашей лаборатории хлорофилл получают из сине-зеленой водоросли спирулины. Соединения, которые получаются опытным путем, уже нашли применение в онкологии и гематологии. В настоящее время ряд производных хлорофилла исследуется в качестве фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии онкологических заболеваний. Фотодинамическая терапия – это один из способов лечения онкологических опухолевых заболеваний. Такие препараты, как хлорин Е6 и фотофрин-2, уже используются в клинической практике как действующие вещества медицинских препаратов. Поэтому изучение химических превращений производных хлорофилла и разработка методов химической модификации представляют интерес не только с точки зрения фундаментальной науки, но и с практической точки зрения. После синтеза полученные соединения проходят лабораторные, а затем и клинические испытания. На наших глазах исходная смесь исчезла и образовался новый продукт. Однако пройдет еще очень много времени, прежде чем вещество появится в аптеке. В лаборатории химии окислительных процессов разработана уникальная технология комплексной переработки скипидара. Она направлена на переработку отходов целлюлозно-бумажного производства. Таким образом, вредные сернистые соединения можно превратить в нужные растворители или даже лекарственные средства. Мы недавно получили патент на получение этого вещества, используя тот же диоксид хлора, который получают и используют на целлюлозно-бумажном предприятии в нашем городе. Из диметилсульфида и метилмеркаптана, который получается на целлюлозно-бумажных предприятиях, мы предлагаем получать сульфохлорид. Этот продукт используется для получения эластомеров, для лекарственных препаратов может применяться и для моющих средств. Из диметилсульфида окислением тем же диоксидом хлора получается диметилсульфон. А вот это такое белое вещество может быть использовано как лекарственный препарат для улучшения сопротивляемости организма, что актуально у нас на севере, используется как противовоспалительный препарат. Называется это диметилсульфон. Удивительно, но из этого же скипидара можно выделить душистые компоненты для парфюмерии. А недавно с успехом прошли испытания репеллента, вещества, отпугивающего насекомых, причем безвредного для человека и животных. Выяснилось, что он сохраняет свои свойства около 7 часов. Что ж, будем ждать, когда он появится на полках магазинов. Известно, что из одного и того же сырья можно сделать самые разнообразные материалы с различным набором свойств. Именно этим занимаются ученые Института химии Коми научного центра. В своей работе они используют природные соединения нашей республики. В частности, бокситы тимана, которые у нас добываются, но до сих пор не используются. Так из белых бокситов получили материалы с колоссальной стойкостью и прочностью. Они пригодились в промышленности, которая выпускает бронеэлементы. А на непостроенном заводе «Орбита» планировалось выпускать особо прочную керамику для военных целей. В результате конверсии стали выпускать бытовую керамику. В кранах смесителя для смешения горячей и холодной воды, значит, требование высокая плотность, износостойкость, она также здесь проявляется. И вот если посмотреть, вот так, притереть два этих элемента, они прилипают друг к другу, и вот, что-то у меня тут оно не прилипает немножко. Вот. Но факт, что вот эти вот два элементика, они
настолько плотно друг к другу притерты, что они фактически выполняют функцию тех резиновых прокладок, которые широко используются в случае, когда применяется не керамический уплотнитель, а резиновый или из подобных материалов. Еще одним применением вот для такой плотной, прочной керамики оказалось применение для нитеводителей, то есть элементы ткацких станков, вот катушечки, которые позволяют протягивать синтетическую нить с высокой скоростью, с высокой агрессивностью, химической агрессивностью. Эти нити, они съедают все, металл, ситаллы, значит, те материалы, которые наиболее распространены были ранее в машиностроении, в ткацком машиностроении. Красные бокситы с территории республики пока уходят на российские заводы глиноземного цикла. Новый виток развития химической промышленности может дать возможность строительства собственного завода. Множество лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий в нашей республике выбрасывают на свалку отходы своего производства – кору, опилки, листья и хвою деревьев. При этом известно, что все материалы обладают различными полезными свойствами. Ученые Коми-научного центра успешно находят все новые и новые способы применения этому изначально бросовому сырью. В результате они выяснили, что сорбционные свойства целлюлозы позволяют решить такую проблему, как разливы нефти на воде. Можно смоделировать, так сказать, водную акваторию, загрязнить ее нефтепродуктом, вот такими маслянистыми пятнами. Можно просто рассыпать этот сорбент на поверхности. Благодаря своей гидрофобной, то, что он гидрофобен, он будет плавать на поверхности воды и сорбируя вот эти вот маслянистые капли. Благодаря своей поверхности, активно развитой за счет модификации, которую мы проводим, вот это вот нефтепродукты, они поглощаются поверхностью целлюлозы. В результате через какое-то время вся маслянистая жидкость будет на поверхности целлюлозы. Затем ее просто механически собирают ковшиком или чем угодно и утилизируют. А утилизировать куда можно? Ее можно использовать в качестве после отжима нефтепродуктов. И в основном их используют как топливный ресурс. Этот простой и эффективный метод еще нигде ни разу не использовался. Сейчас ученые сотрудничают с Ухтинским техническим университетом по его внедрению в практику. Видимо, никакой инвестор или менеджер не разберется в особой нужности, полезности и экономности изобретений лучше самих ученых. Поэтому на них и возложили ответственность за внедрение разработок в жизнь. Им бы заниматься своей основной деятельностью – высокими материями. Но жизнь требует практицизма. Придется заняться и бизнесом. Они этому не учились, и опыта нет. Но у таких людей все получится. Это точно.